Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А абмяркоўваць будзем сёння з маім любімым ваенным экспертам Ягорам Лебядком. Добрый дзень, спадар Егор. Добрый дзень. Ну што ж, не бачыліся мы з вами некалькі тыдняў, за гэтыя некалькі тыдняў здарылася вельмі, ну не вельмі, но дастаткова розных падзеяў, да якіх мае дачынення тым ці іншым чынам тыя ці іншыя вайсковыя падраздзяленні. Таму мае сэнс абмеркаваць, нягледзячы на тое, што шмат сказана ўжо пра прымусовую пасадку барта РНР у Мінску. Тым не менш, ваше меркаванне, выпадковасць ці спланаваная акцыя? Ну, это операция под прикрытием международного права. То есть формально все действовало в рамках законодательства международного внутреннего, а реально цель, понятно, была захват Протасевича. То есть, ну, это очевидно, как бы тут можно много дискутировать, там, ну, это смысла особого нету. То есть, стандартная, в общем-то, операция, то есть, когда используется международное право для решения своих внутренних задач. Вообще говоря, это как злоупотребление правом, да, но это еще поди докажи, как обычно в судах. Вот. Здесь просто взяли, сделали, прикрылись международным правом. Дальше запустили информационную кампанию по отбеливанию, так скажем. То есть, единственное, в чем нюанс этой операции, она действительно была, несмотря на то, что ее там и россияне и прочие там начали называть великолепной, отличной, да, на самом деле не отличная. Отличная спецоперация, это которую никто не слышит и достигла цель. Здесь видно было, что действительно круг был посвящен очень такой широкий, информационное освещение было провалено. На первом этапе, надо сказать. Потому что в спецоперациях фактически, учитывая, что они иногда граничат, так скажем, с началом войны, то есть должна быть всегда информационная заготовка и дипломатическая. Да? И там были провалы полные. Это видно было поначалу, как там написала независимый блогер в полупервого, Лукашенко там спас Европу, да. Потом этот Губопик выложил, убрал, что захватили Протасевича. Потом, что там, Беларусь-24 заявила, что у нас фактически и КГБ, и Госпогранкомитет некомпетентные. Ну, то есть она что сказала? Что провели паспортную проверку, никаких претензий не было Госкомитета, только, соответственно, когда девушка якобы выложила фото, среагировали. Ну, как это получается, что у нас Погранкомитет не может задержать лицо, точнее, не имеет списка лиц, причастных к террористической деятельности? Смешно и неудобно, да? Тут базы данных, не знаю, у идеологов МТЗ, МЗКТ есть тех, кто прошел 23-34 статьи, а тут нет террористической деятельности. Смешно. То есть это либо недоработка комитета, либо КГК. Ну, тут я считаю, прокуратуре надо поработать, кто тут, так скажем, накосячил, да? Ну, я шучу, конечно. Вот. Дальше в принципе, дальше последовало все в рамках классики действий Российской Федерации на конфликтной ситуации, где она замешана. Первое, что делается, массовый вброс различия версий. То есть для чего это делалось? Ну, это можно вот MH17, когда сбили Боинг, да, то же самое. То есть сначала же появилось, что сбили украинский, да, там, помните, Гиркина выступление, а дальше пошел вал версий. То же самое здесь. Для чего это делается? Чтобы распылить внимание до выработки единой версии. В рамках вбросов всегда дается версия, которая как бы дискредитирует себя. Для чего? Точнее, какая это версия? Версия такая, которую ты в дальнейшем можешь опровергнуть легко, либо встроить свою линию. То есть это такая достаточно известная тема работы, реакции на кризисную ситуацию, так скажем. Это первый шаг. Дальше действия шли стандартно, это можно почти слово в слово, Российской Федерации. То есть сначала заявляется, что подождите, не было никакого расследования, да, все ваши высказывания политизированы, да, нужно дождаться расследования. Это, опять же, первая часть, которую отсрочить нужно. Вторая часть, заканчивается расследование, объявляется, что расследование было тенденциозным, политизированным, соответственно, политизированным. То есть и так получается, что все равно это политизировано. Соответственно, тут понравилась позиция ЕС. Они в эту ерундистику, в общем-то, не внедрялись. Надеюсь, поняли, хотя это скорее 5 лет прошло, да, и то, наверное, не осознали еще на самом деле. То есть Российская Федерация, ну, в данном случае уже и Беларусь фактически, да, использует международное право и, в принципе, договорное право только с одной целью – сковывание контрагента. Это основная цель. Да, там, ну, я не беру, конечно, там мелкие какие-то договора. В основном договора используют для того, чтобы от контрагента получить максимум того, что надо, минимум от себя отдать. Ну, в политической, прежде всего, сфере, политической и военной сфере. Вот как и здесь, собственно говоря. Да, у вас есть международное право, мы действовали, все красиво, ребята, что вы от нас хотите. Да, вот это тот же подход,
Вот. Соответственно, европейцы, видимо, это все-таки поняли. И реакция была простая, проще. Вы можете разговаривать что угодно там про свои права, да, международные. Всем понятно, что это посадка Боинга с целью Протасевича захвата. Хотите расследование? Окей. Будет расследование там и литовской полиции, условно говоря, и там ИКАО и так далее, и так далее. То есть была единственная верно принятая реакция. Когда против тебя действует по праву, что используют его, ну, против себя фактически, ну, логично, у каждого начинает обратная реакция. Так зачем мне его использовать, да? То есть, как и у нас. Когда пытаются сейчас сделать закон только для одних, да, для одних он так действует, для других так, то логично, что будет контрреакция обратно. И у европейцев выработалась эта зрелая реакция. Их же всегда как-то говорили, что мужик без яиц, да, то есть это deep concern и тому подобное. А вот здесь появилась нормальная реакция. То есть ответили так, как положено, проще говоря, конкретными действиями, а не вот этими рассусоливаниями там, и так далее, и так далее. Скажите, а вот гэтае прыкрыццё міжнародным правам ці не ўжо страціла гэта актуальнасць, это прыкрыццё пасля таго, як Proton Mail заявіў, што ліст вот пра бомбу увогуле быў адпраўлены праз паўгадзіны ці праз колькі пасля того, як самолет завернули? Честно говоря, это можно, конечно, в это все внедряться, в эти тонкости, детали. На самом деле это просто трата времени. Тут, в общем-то, с общего все понятно. Да? Конечно, деталей наберется там много всяких, да, и почему Хамас использован, и почему Швейцария, это можно там долго объяснять, почему то и то, и то. Да? Давайте про Швейцарию все зразумело. Про Хамас. Вот чему поясняю. Нужен террорист, да? Кого? Взять чеченских террористов, да, которые ближе к Российской Федерации, так это получишь плюху от Российской Федерации. Взять правый сектор, блин, вообще смешно и неудобно, честно говоря, уже ни на кого это работает, тем более, что ты действуешь против борта Европейского Союза, да. В Европейском Союзе брать кого-то, что баски угонят, там, условно говоря, в Валенсии, тоже смешно. Что на мейнстриме? Ага, Хамас. То есть, если подумать, можно было бы, там, допустим, довернуть ливийцев, да. В 16 году ливийцы там угнали борт, посадили с Ливии, посадили в Мальте, например, да. Если бы была глубокая аналитическая проработка вообще, какие конфликты происходят, можно было подвязать туда, где идет конфликт, там и Турция, и ЕС, и все завязаны, как бы, и разбирать. Но нет, использовали то, что на слуху. Израиль, Хамас, 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 Израиль. ЕС поддерживает Израиль, тут террористы Хамас, мы вроде как спасаем Европу, да, от хамасовцев. Все красиво, то есть вот поэтому Хамас и появился, да. То есть тут это как бы такое очевидно. Не буду говорить дальше, не могу заявить, кто это конкретно сделал, но логика прослеживается ровно такая. То есть то, что попсовое, то, что доступно для масс, вот то и использовали. Некалькі яшчэ пытанняў по гэтай тэме і можа перайдзем на іншае, хоць вельмі цікава ўсё ж таки вы раскладаеце. Вось пытаюцца, ці можна казаць про тое, што распрацоўка аперацыі по пасадке самалёта могла распрацоўвацца задоўга да паездкі ў Грэцыю, напрыклад, пры падрыхтоўцы візіта ў Кіеў, маршрут Вільня-Кіеў таксама ідзе пад Мінскам. Но тут дадасца яшчэ тое, што вот гэты карыстальнік, ад імя якога нібыта прыйшоў ліст пра мініраванне, зарэгістраваўся на Proton Mail менавіта ў той дзень, калі з Афінаў павінна была ляцець Тихановская. Да. Можа, под яе рыхтавалася? Теоретически, конечно, возможно, да. Но судя по тому, как вот это информационное освещение даже прошло в рамках Протасевича, ну, если были такие планы, то в любом случае по последней операции принималось решение в последний срок, да, и лично Лукашенко, что он, в общем-то, не отрицает. Я имею в виду посадки, как это, принятие борта. И что интересно, фраза была, да, развернуть борт и посадить. Спрашивают, зачем разворачивать борт, если он просит о помощи? Ну ладно, это уже там риторика. То есть вполне возможно, что это было и так. Как бы операция могли сами додуматься, тут ничего сложного нету, могли там подсказать, кто-то посмотреть международный опыт, да, которым они там апеллируют. Вот. Теоретически, да, возможно было. То есть понятно, что сейчас вся разведка внешняя наша работает сугубо на слежкой, вот, как они называют их, беглыми, да, условно говоря. Ну, все, что есть ресурсы. Это, кстати, тоже один интересный недочет. Получается, ну, это может к следующей теме, или тут можно упомянуть. Фактически во многом действия белорусских властей, условно говоря, принятие решения, полагаются на мнение спецслужб Российской Федерации, СВР, ГРУ, ну, СВР прежде всего. Вот. И тут понятно, что можно манипулировать как хочешь, условно говоря. Тоже есть полет фантазии для россиян, как тут это все обыграть можно. То есть, естественно, что слежка идет за тем же Латушко, Тихановской, там, Протасевичем, Путила, Матолько, там, ну, всех вот ключевых, которых они там объявили в терроризм, понятно, что идет разведывательная деятельность в отношении их, сопровождение, слежка, там, где они, когда прибывают, да, в том числе и по покупке билетов. Они же тоже Bellingcat читают, там, как можно смотреть, да, где когда-то улетит. Вот. И да, могли готовить, конечно, раньше, но понятно, что там огласка была еще, конечно, серьезнее. Вот. Ну,
сложно сказать, по ней работали конкретно или это все-таки по нему. А там просто это была такая, как бы, случайно совпала регистрация, либо, ну, готовили, но поняли, что не подготовлены еще до конца операции. Не один раз прогучалі тэрміны, звязаныя з Расіяй. Расійскія метадычкі, расійскія спецслужбы. Тым не менш, у адрозненні ад сітуацыі з затрыманнем Федуты і Зянковіча, калі прызналі адразу, што сумесная там нібыта аперацыя, тут нешта там на пачатку там вякнули там с российского боку некие блогеры, что классная сумесная операция, а потом отмазываются россияне. Мы тут ни при чем. Все ж таки, при чем те, ни при чем. Ну, смотрите, здесь на самом деле как бы может быть и при чем, и может быть ни при чем. Тут и те версии могут быть правдоподобны, что и с точки зрения подставить там Лукашенко, и с точки зрения наоборот это хуже для них, да. Тут как бы нужно понимать расклад, чем там Путин собирается торговать с Байденом, да. Как бы не совсем это плюс, так скажем, и Путину в торге с Байденом, да, но плюс в плане отворота Лукашенко от Евросоюза, хотя он и так уже отвернут, в общем-то, особо там можно было не напрягаться. Так, но это, правда, гарантированный такой отворот. Вот. Что касается объявления, да, что, ну, Симонян можно тоже взять, да, там, я завидую, там, молодец, батька посадил, а на следующий день, ай-яй, отпустите нашего гражданина, гражданку, да, точнее, Российской Федерации, которую задержали. Значит, что это такое? Россияне в своей информационной работе, ну, не только в информационной, геополитической, они с каждого кейса пытаются вытянуть максимум пользы по разным направлениям, которые, ну, не всегда очевидны. Поэтому иногда может казаться, что в России что-то планируют, но нет, у них достаточно хорошо поставлена вот эта оперативная работа, как быстро из ситуации вытянуть то, что тебе надо, да, по сути, они это и затачивают, все свое оперативное звено. Что здесь получилось? Вот этот кейс с самолетом они использовали, в общем-то, многопланово. Сначала как бы похвалили, да, вот ты молодец, так и действуй. Это действует как на поддержку, там, допустим, Лукашенко, так и электората, которого тут поддерживают, ну, как электорат, там, ну, сторонников его, да, из Беларуси, так и на внутренние, что, да, вот эти методы хороши, мы будем решать, там, врагов настигать где угодно, там, да, это наше суверенное пространство, мы каждого достанем. Второй случай, что здесь вот как раз российским гражданинам, это в то же время оказать на него давление, да, то есть смотрите, мол, вы задержали наших там та-та-та, но вот здесь это интересная ошибка произошла, вот эти Симоняны, все эти бригады, которые там рулит этими политшоу, фактически они дали Лукашенко в руки козырь для торговли с Путиным. То есть что они сделали? Они сделали с незаметной девчонки, это все-таки не Баумгартнер, да, правильно? Это обычная студентка, там, условно говоря, они сделали символ. Это гражданин, которого удерживает Лукашенко. А русские ж своих не бросают, вот, соответственно, типа. что? Да, значит, эгей, Путин, спаси нашего гражданина. Ну, как у глубинного глубинного россиянина получается мысль, ага, как это нашего задержали, Путин должен вмешаться. Вот, получается, что формально была никем, а стала всем, да, как пунктик в торговле. Сейчас получается, что не верни ее, Путин как бы репутационный ущерб. Ну как это, да, то есть я не могу вернуть из соседней, казалось бы, друзья, где вы там якшаетесь, на яхте обнимаетесь, да, не можешь вернуть. Какой ты к чертям президент тогда, да, ну, я имею в виду с точки зрения российского электората. Вот, с другой, и получается, что за это надо торговаться. То есть, и получается, что сейчас и Лукашенко вроде как не может отдать просто так, ну, потому что непонятно, экстрадировать, так она преступление совершала там не против России, условно говоря, а против Беларуси, да, соответственно, судить ее должны здесь. Значит, что выходит? Воспользоваться только конвенцией это СНГ по выдаче лиц осужденных лишению свободы, да, для отбывания в другой стране срока. Но для этого надо судить. Ну, что это получается? Что, да, мы, ну, в Беларуси, я имею в виду, Лукашенко, точнее, наказал врага, вот, которую та-та-та осудил, но там с точки зрения мы с Россией друзья-братья, мы им выдадим. Ну, а там уже тоже интересно, как Путин и россияне могут поступить, потому что, с одной стороны, из соображений гуманизма могут помиловать, а с другой стороны, она же, по сути, делает то, что там, как они, навальнисты, да, говорят и прочее, девушка делала здесь, в Беларуси. Соответственно, ее тоже выпускать нельзя. Но это уже там дальнейшие ходы. То есть сейчас формально нужно ее судить. Раз она предмет торга, значит, нет смысла ее судить быстро, правильно? Можно потянуть, пока там что-то не урегулируется и так далее. И попутно где-то эту тему в российских СМИ вбрасывать, что гражданин до сих пор еще задержан. То есть это стал такой хороший предмет торга вследствие ошибки пропаганды российской. Не додумали немножко. Точнее, думали в одну сторону, получилось, что сыграло, ну, точнее, может сыграть совсем в другую сторону. Вот, то есть эта попытка была, так скажем,
российской пропаганды, я имею в виду, давление на Лукашенко. Ну и, соответственно, там же мы видели признать Крым. Ну, завязка, конечно, летать в Крым, признать Крым. Вот. И получается, вот они так... ну плюс еще пригласили, соответственно, наших этих экспертов, да, которые там начинают про наднациональные органы рассказывать и тому подобное. И контекст всегда там, ребята, вступайте к нам. И вот смотрите, вот этот ментально-глубинный россиянин, он сидит, смотрит это шоу. Что он видит? Да, такие авторитетные, долговещающие, грамотно поставленные речи, вроде как правильно, аргументированно говорящие люди, что да, вот в Беларуси то-то, то-то, как бы, конечно, надо признавать Крым, вы же наши братья, да, и вообще надо к нам вступать. Потом они смотрят вот эту позицию тех, кого отправляют от нас, да, представлять белорусов. Одни и те же лица с изменчивой позицией политической. И вот он смотрит на них. Ну, некие приехали, ну да, белорусы, их же жалко, да, ну вот что-то, ну говорят, ну что-то, ну вроде и надо, и нечто кочевряжется, на самом деле, наверное, на них Запад влияет что-то, и вот он каждый день видит вот эти вот лица, да, которые, ну, в его представлении тоже складываются, белорусы, надо понимать, он же не ездит в Беларусь каждый день, ну, это рядовой россиянин, да, то есть вот для него это лица Беларуси, которые что-то вроде про интеграцию, вроде нет, мы самостоятельные, вроде нет, это такое, ну, шалтай-болтай. Вот у него складывается вот это представление о Беларуси, то есть это идет долгосрочная операция, такая подготовка, если надо будет по щелчку, команда ФАС взяли, противления в России не будет. Это же целый комплекс мер, на самом деле. То же самое, как по Украине возьмите. Да, это же все начиналось, там, я же говорю, с 2001 года, собственно говоря, как принят закон о вступлении, о принятии нового субъекта в состав Российской Федерации. Вот тогда все началось. Вы вспомните, там, сколько Украину обвиняли по краже газа, КВН сколько было, там, «Брат-2» этот, вспомните, ты мне еще там за Севастополь, за Крым ответишь, когда убил там украинца, да. То есть это целый комплекс мероприятий, который сейчас идет. Ну, единственное, что в нашу сторону не столько негатив, он может быть только Лукашенко, а больше создания таких вот простачков, которые не способны на самостоятельное мнение, решение и так далее. А, соответственно, раз они не способны, а тут их коварные натовцы захватывают, давайте мы их возьмем. Ну, это такая вот третья часть вот этой пропагандистской линии, которая идет сейчас на российском НТВ, так скажем. Глядзіце, атрымліваецца цікавы момант. Я тут колькі там часу таму чытаў Балкунца Дмітрыя, который рассказываў про тое, што, маўляў, зараз на федэральных каналах расійскіх працуе такая практыка, ну, нібыта там забароненых экспертаў, ну, калі казаць пра беларускую тэматыку, што вот ёсць спісы людзей, якіх нельга там запрашаць на розныя вот это такія ток-шоу. І ён, я да чаго? Ён падводзіў это да таго, што вось як працуюць тут лабісты беларускія там, каб уплываць і каб не пускаць тых экспертаў, якія будуць крытыкаваць Лукашэнку, сітуацыю Беларусі і гэтак далей. Але атрымліваецца, што это продуманная стратегия самой России. Ну, вы серьезно думаете, что россияне не продумают стратегию информационной политики в отношении Беларуси? Конечно, продумают и действуют постоянно. Вы же возьмите, если брать на долгой линии после августа, то это линия такая, туда-сюда, качели. То есть для чего делается, чтобы, ну, понятно, что россияне и Путин не понимают, что делать с Лукашенко сейчас, да, то есть он ему тоже, конечно, там они могут якшаться, брататься, но все понимают, что и он тоже неудобная фигура, но убрать его тоже не может, потому что политические последствия, то есть издержки могут быть больше, чем выгода, да, соответственно, нужно сохранять статус-кво, но, тем не менее, что-то прорабатывается, как идти, то есть либо это политическая реформа партийной системы будет, что оглашалось в том числе и в Российской Федерации, либо еще как-то, соответственно, на население надо вот такому колеблющемся состоянии подвешивать, да, чтобы нужный вес, ну, там, за 2-3 дня, условно говоря, линию склонить куда надо и отработать уже информационно ту политическую кампанию, которая будет запланирована в отношении Беларуси со стороны Российской Федерации. Вот. Сейчас это больше, поскольку действительно вот это колебание, ну, так скажем, сглаживает, все равно враг Запад, как обычно, коллективно, да, то здесь просто делается пока вот так вот на минималках, это просто вот белорусы-простачки, которые не знают сами, что хотят. Вот, поэтому, раз они не знают, они не самостоятельно, они недонарод, они, как и все русские, со знаком качества, да, поэтому давайте мы их возьмем в себе. Ну, это, конечно, с подтекстом. Хотя не только с подтекстом, там прямым словом говорится. Вот, там, прямыми цитатами, да, той же самый подручный Симонян подначаленный доклад. И Кургинян, и там много кто выступали, да, вы что хотите делать, то только водите, да, цитата дословно. Вот. При этом, как работает
работает белорусская пропаганда, в ответ все это видят. То есть берутся слова, допустим, как последнее, там кто-то из Латвии призывал, мол, взять хоккейную сборную там в заложники. Ну, то есть вот такой трэш кто-то там скажет, да, или про Гродно в свое время, когда кто-то там говорил, мэр или кто, не помню. Вот это не раскатывают, как ай-яй-яй, это угроза независимости, ай-яй-яй, да. А тут, что уже 10 лет трындят, и, простите за это слово, о том, что вступайте в нам, вы недонарод, ну, причем не сам Лукашенко, русский со знаком качества, да. То есть все говорят, что вступайте в Россию, у вас больше будущего нету, это нормально, это все хорошо. Да, мы белорусы с братней Русью. Счастье шукали дорог. Вот, то есть на это, понятно, не реагируют. Почему не реагируют, тоже давно понятно, что вся информационная повестка так или иначе берется уже, точнее, формируется Российской Федерацией. Это было и обсуждено на встрече, оглашалось, да, информационная работа в условиях информационного противоборства. Было соглашение между администрациями президента по информационной работе, и видно, в принципе, по пропаганде. Если раньше наша пропаганда, простите, была убогая, то сейчас она стала убогой и агрессивной. Вот. Ну, это чисто такая вот стандартная российская тактика. Но единственное, что в России она делается системно, давно и с опытом. У нас это делается без опыта, и она видна кондовая, да, то есть... Даже такой случай был сейчас медийный форум какой-то, да, у них он проходил. Значит, на репортаж ОНТ на экране показывают из «Минской правды» газеты, значит, фюреры оппозиции заголовок, там, где Тихановская и Навальный. «Байден куку» заголовки. И звучит закадровый текст, да, в условиях современных трендов медиа очень важно сохранять мораль и этику, да. Вот, ну, думаю, все видят, что этика уже пошла на нет совсем. Особенно вот этих телеграм-каналах, в том же АТН, где уже чучело используют в отношении той же девушки, да, слова такие. Учитывая, что с уст хозяина прозвучало «молодцы», «зубастая стала пресса», да, все хорошо, то вот этот вот трэш, он, ну, учитывая, что рамок нет, видите, то, что по силовому блоку, то же самое сейчас будет в медиа. То есть будет резкий вот такой вот кондовый юмор а-ля, простите, милиция, да, там, через известные места человека. Слова такие, примитив, вот такой убогий, агрессивный примитив. То есть фактически мы придем к вот этим 2 минуткам ненависти, да, оруэлловским. Чем они хорошо? Обычно говорят, что это как ярлык на врага, но есть и вторая часть их составляющая, это снятие психологического напряжения со сторонников. То есть худо-бедно они сами понимают, что что-то не так. Да? Помните, эти плакатики были, что-то не так в фильме каком-то там «Место живее Беларусь» и тому подобное. Вот. Это, соответственно, когнитивный диссонанс вызывает и создает напряжение, особенно когда они встречаются с реальной жизнью, когда друзья отворачиваются и прочее. То есть вот это вот ненависть, она как бы немножко релаксирует их, да, ну, как-то сбивает мнение, точнее, как-то более комфортных пребываний делает, да, причем комфортное пребывание за счет снятия агрессии, причем на именно ТВ, то есть, и, соответственно, появляется вот такая тяга к ТВ, это становится как наркотик, вот эти вот 2 минутки ненависти, условно говоря. Стандартная техника такая психологическая достаточно, но, к сожалению, она очень серьезно влияет на психологическое здоровье населения, да, и тут это беда, с которой нам еще придется выбираться. Вы сказали про тое, што хутчэй за ўсё вельмі так пільна сочаць і за Ціхановскай, за Латушкам, за іншымі, асабліва тымі, хто там у лідарах ці прызнаны тэрарыстам. Адпаведна, вось ідзе пытанне про тое, якія яшчэ, на ваш погляд, могуць зрабіць меры беларускія спецслужбы, каб дастаць лідараў апазіцыі, і ці не прывядуць гэтыя меры да патэнцыйнага ўзброенага канфлікту. Ну, тут размова можа быць про тое, што казалі ж, там шмат было про тое, што вот там вывезти з-за мяжы там у багажніку. Да. То есть, понятно, да, многие писали, я писал об этом, что да, конечно, что-то подобное могут сделать, но теперь они создают последствия. То есть, если даже на таком, казалось бы, на своей территории мы тут, боги, да, что-то делаем, к военному конфликту, конечно, не приведет, это само собой. Даже если там, скорее всего, физическая ликвидация будет. То есть, ну, начинать войну из-за человека там, ну, редко такое-то. Первая мировая, там были предпосылки. Сейчас, в принципе, они тоже, конечно, нарастают, да, но вряд ли кто-то там начнет из-за принца Фердинанда, условно говоря, войну начинать.
Вот. Но что-то такое они могли бы, да, и был энтузиазм такой им у всех. Но после вот этого, говорю, нормальных ответных действий ЕС, не рассусоливания, все бла-бла-бла, там, да, про права человека и прочее, а конкретный ответ сразу быстрый, достаточно решительный, причем вне согласования еще, чисто, условно говоря, аэронавигации службами, авиакомпаний и прочее, то есть просто массовый начал как бы отклик нашел массовый отклик, даже не то, что там в госорганах, а и как-то на хозяйственном уровне, скажем так, то, конечно, сейчас они об этом будут думать серьезно. Более того, конечно, и Путину это тоже не камильфо будет, учитывая, что там, условно говоря, будет у тебя вроде как ты за него отвечаешь, они фактически взяли нашу внешнюю политику всю в Беларуси под контроль, а тут хоба под себя что-то такое несуразное. Только по согласованию может быть. Но я не думаю, что такое будет. Это, опять же, если где-то случайно там кто-то провалится в России, где-то заедет, там, не знаю, еще что-то, вряд ли это будет уже прямо такие выкрадания в багажниках и тому подобное. Хотя я бы, честно говоря, не удивился. Зная, как у них там берега теряются сейчас, да, если вышли на международный уровень, то есть я бы, честно говоря, особо не удивился этому. А ёсць магчымасці? Магчымасці, конечно. У беларускіх менавіта? Ну, конечно. Конечно, есть. Ну, вы думаете, для чего вот эти готовили ребятишек? Само собой, есть же эти и проходы границ отработаны, и десантирование даже не надо, да, то есть равно как и не надо думать, что это только наши спецслужбы. Конечно, у поляков то же самое, и у литовцев, да, то есть граница на замке только для обывателей, скажем так. Все всегда спецслужбы прорабатывают эти дыры, как можно заслать диверсионные группы. Есть у нас, есть у них, само собой, есть отряды по захвату, освобождению, что захвата заложников, что освобождение заложников, по сути, одна и та же операция, если так разобраться. Ну, конечно, не одна и та же, это грубо говоря, но, тем не менее, методы можно отрабатывать при подготовке как захвата заложника, так и освобождения, да? Вот. Добра, што, на ваш погляд, можа стаць триггером подштурхнуть, принять решение отправить такую группу в Варшаву, только по потере психологического контроля над собой, потому что, ну, смешно. Прибыль от того, что, политическая даже прибыль от того, что кого-то сюда привезут, ну, смешно. Даже если разобраться, если даже ту же Тихановскую, условно говоря, ну, найдется там еще кто-то будет, кто в Европе представляет, да? Это просто уже крест вообще на Лукашенко с точки зрения на Запад, так скажем, отойти, да, у него же попытка все равно есть еще там, да, и как бы работа попытки выйти на европейцев, и вот эти ж видели и Макея, и до этого при Германа стандартные пути, мол, это вы нас толкаете в Россию, да, если бы не вот эти беспорядки, была бы политическая мягкая трансформация, вот эта чушь всякая, то есть она есть. Более того, они всегда смотрят на Европу, они могут что-то не говорить, что они не смотрят, вы же смотрите даже по этим операциям. Как Тутбай закрывали? Налоги. Почему налоги? Потому что это известная тема в США. Смотрите, вы же там за налоги, у вас такие большие сроки, и мы тут вроде работаем. Тут международное право использована эта часть. Вторая часть, смотрите, вы же посадили президента Боливии, да? Пожалуйста, и мы как бы посадили. Это, кстати, Путин подтвердил, что это спецоперация таким косвенным путем фактически, да? Когда Лукашенко начал рассказывать на встрече про Белаева, что они там спасали кого-то, он говорил, ну а что, европейцы же тоже фактически посадили борт. Ну, молодец, да. Решил вокруг да около не ходить. То есть всегда идет отсылка на вот эти нормы права и прочее именно европейское, чтобы сохранять лицо, пытаться там. Это они могут долго рассказывать, что они это плевать им на Европу. На самом деле это, конечно, не так. Потому что это тоже лазейка как-то попытаться от Путина немножко откреститься. Но она, понятно, уже сужается, да нет, фактически. Вот. Да. Вот яшчэ один, не дай бог збудзецца прогноз от Егора Лебедка, як і про той заговор. На завершение гэтай тэмы, все ж таки, ці не падаецца вам, ну, ваше меркаванне, что на нас зараз адпрацоўваюць, ну, той так званы крымскі сцэнар, але у больш расцягнутай перспективе, можа, крыху зменена. Я же говорил, что и не раз у вас тут говорил, что идет длительная операция влияния. То есть ее суть, я же говорю, предотвратить инерционность, в том числе и на международной арене. То есть проще народ сделать так, чтобы он себя считал не народом, да, без языка, без культуры и тутейшими, условно говоря, а не белорусами народом. Вот. Для этого
эта длительная операция идет. Смысла вторгаться сейчас войсками или прочее, да проще подождать еще 3-5 лет, россияне. Это будет наверняка. Войска здесь будут только, если действительно начнется там что-то такое серьезное, да, вот эта быстрая утрата контроля там Лукашенко, что-то европейцы сюда попытаются влезть. Вот это может быть. А так, понятно, зачем им это надо. Россияне нормально работают стратегически. Пока Лукашенко выживает днем, они плавно удавочку стягивают. Его, причем он стягивает его же руками, на самом деле, да. Вот, то есть, поэтому тут говорится, и поймите, россияне делают всегда выводы и стараются действовать нестандартно. Тут как их всех дураками называют и прочее, противника недооценивать нельзя. То есть они всегда учитывают опыт предыдущий, всегда стараются действовать нестандартно и максимально использовать выгоду с каждой сложившейся обстоятельства для себя. Вот, поэтому иногда непонятно, что они планируют на краткосрочно, потому что и там вроде завязано. Но если по стратегической линии посмотреть, то, конечно, все это видно. Вот, и поэтому смысла им сюда войска какие-то вводить никого нету. Проще выждать, додавить, выждать и все. Вот. А по народу, вы же видите, условно говоря, там Лукашенко что говорит? Фактически к чему у него народ свелся? Не будет экономики, не будет независимости. Так, простите, это ровно то же самое, что у вас есть семья, вдруг вы лишились работы, хобана, приходит сосед, слышишь, сосед, у тебя, денег нету, у меня деньги есть, давай жену, я ее буду пользоваться по назначению, сын, ладно, черт с ним, пойдет в армию или Суворовское училище. И ты такой, да, у меня ж нету денег. Вот ровно то же самое, да, то есть понимание народа, понимание страны, сугубо вот похавать, и, простите, поесть, да, условно говоря, все нужды и все. Но это же нонсенс. Вот до чего фактически Лукашенко подводил все время это. И надо понимать, что это не только касается тех, кто сторонников Лукашенко. Это же, поймите, действует на всех, и кто именно противников. Вы же посмотрите, сколько боятся затрагивать даже тему белорусского языка, да, с оглядкой на Россию, допустим. То же самое, что будет, надо экономику выстраивать, там, да, то-то, иначе. Это понятно. Я не говорю, что экономика не важна. Конечно, важна, это само собой. Но просто в каком контексте это подается. Вот, то есть фактически народ подводился к тому, что я в прошлый раз говорил, что когда надо будет, по времени Че, будет легко это подтолкнуть. Поэтому суетиться, смысла вот так вот действовать нет. Россияне могут, да, среагировать быстро с той точки зрения, если будут видеть, что действительно пошло вообще что-то не туда, так скажем. Тогда, да, они могут ситуативно, вот как с Крымом, сработать быстро, потому что видят, ай-яй-яй, надо хоть что-то отжать, как говорится. І яшчэ одна тэма тут з'явіўся у пэўных тэлеграм-каналах скриншот дакумента, наколькі ён рэальны, нереальны, нам пакуль пацвердзіць не ўдалося. Ён называется «Рекомендации по працы с призывниками, якія былі у свой час, вот зараз заўважаны ці пакараныя за ўдзел у незаконных масавых мерапрыемствах». Мяне з гэтай пазіцыі цікавіць іншае. Вот войска, яно павінна, вот яго задача бараніць тэрытарыяльную цэласнасць, незалежнасць, суверэнітэт дзяржавы. То есть салдат павінны рыхтаваць да таго, каб што яны павінны вот некага знешняга ворага, вот, то есть маральна рыхтаваць, бараніць краіну. А тут атрымліваецца ўся ўнутраная праца, ідэалагічная ці яшчэ якая-небудзь, ідзе на тое, каб разобраться со своими громадянами, якія там нешта там надумали антидержавное такое, то есть супраць Лукашенко. Это понятно, потому что эта армия, как и все силовиков, затачивают на решение внутренних задач. Это только там Король или Косыгин могут рассказывать, как тут натовская инфраструктура развивается, хотя это 5 лет плана, и не все они выполняются, да. Они есть, да, действительно развивается, отрицать этого нельзя, но рассказывают, как будто сейчас и против Беларуси, да. Вот этот пролязгот гусениц, там, НАТО коварное нас хочет захватить, там, проводятся эти учения, там, так далее, так далее. На самом деле понятно, что враг внутри. И всегда это было, как бы для Лукашенко это было понятно. Поддается это под соусом цветных революций, да, вот это вот, как бы. И, соответственно, это враг, который действует the war by other means, да, то есть другими способами. Вот. И, конечно, перевоспитание раз в коллективе одном, это становится основной задачей. То есть, как в любой группе, соответственно, все должны действовать слаженно. Вот. Единственное, что, конечно, если брать уже этот подход цветных революций, статей множество на эту тему и в белорусских журналах, и в российских, я имею в виду, научных журналах. Какой подход там корявый принципиально, что народ как таковой там, как субъект, принимающий решения, отсутствует напрочь. Там есть власть, там есть
народ, который поддерживает власть априори, потому что она прекрасная, да, и есть коварный Запад, который народ вот этот подбухторивает и отворачивает это. То есть то, что народ, в принципе, недоволен властью, может быть, да, это разве что вскользь, что бывают какие-то недочеты, да, и вот этим пользуется коварный Запад. То есть народ, как таковой, убран как субъект. Значит, потом, соответственно, убираются политические институты. В итоге получается, что враг и враг. То есть, неважно, если ты против, ты все равно враг. Вот на это затачивают и военных то же самое. И фактически, да, вот это перевоспитание, кстати, если документы вы посмотрите, там это фактически ровно то же самое, что делает белорусская госпропаганда в отношении всего населения. Посмотрите, там это и выявление уязвимостей для целого психологического давления. Это страх, там, что я лишат работы, там, вешать на столбах будут, давление. Дальше эффекты первичности, эффекты повтора, эффекты переноса ответственности, возложения, да, эффекты авторитета, это то же самое, что действует. С последнего возложения ответственности, вспомните даже про тот же самолет, как возлагали задержание на девушку, на мотолька и так далее. Как раньше возлагали ответственность там на забастовки, что это подрывает экономику. То есть вот возложение, да. Первичности, это, да, закидоны первыми всяких новостей там от купания собачки до покушения. Причем это делается в последнее время пятница, суббота для того, чтобы занять и выходные повесткой своей дня, да, это к вопросу о важности повестки дня. Вот. Повторение, ну, все видят. БЧБ нацисты, БЧБ нацисты, БЧБ нацисты, да, и каждый. Эффект авторитета, ну, это имеется в виду не всегда авторитета прям как личности, это может быть и то, что притягивают каких-то политологов, там, не пойми, литовских, латвийских, которые говорят, нам бы такого президента, да, вот эта попытка показать с другой позиции авторитета для как бы обывателя, что, ну да, раз европейцы, наверное, более авторитетно понимают, чем мы, раз он говорит, что Лукашенко бы нам, то так. То есть это все те же пункты, что действуют в рамках пропаганды на госуровне. Просто они здесь конкретизированы, сформулированы по воздействию на одного человека. Ну, атрымліваецца, што армія, вот як тут нам добра заўважаюць, гэта такі інстытут прамыўкі мазгоў палітрукамі. Перевоспитание, да. Ну, назовем гэта так. Пытаюцца яшчэ ваше меркаванне наконт плана перамоги. Коротко, может быть, калі маеце што сказаць. Ну, честно говоря, как бы, что тут сказать? Делают, пусть делают, как бы. Понятно, что сейчас его будут всячески... Ну, это, по крайней мере, это перехват повестки дня, это отвлечение внимания спецслужб и так далее. То есть, как минимум, в этом плюс. Во что это выльется, ну, пока я, честно говоря, не вижу, но... Посмотрим дальше. Ну, по крайней мере, эти два плюса есть. Яшчэ вельмі коротко, ваш прогноз. Что далей? Что далее? Вот этот накат и будет, как я раньше говорил. То есть будет накат усугубления агрессивности информационной повестки. До встречи с Байденом, думаю, пока будет, ну, сухо и глухо, так скажем, да, потому что, ну, какие-то выборки вряд ли Путин скажет, что можно допускать, да, на этот счет. Даже фактически 6 заканчивается подписание соглашения о продлении РЛС «Волга» и узла связи, да, их же даже не озвучили. Вполне возможно, что подписали, а может, еще не подписали, да, как бы, ну, даже вот этот вопрос тоже не прозвучал. То есть сейчас пока до встречи Байдена с Путиным где-то Путина будет тихо, так скажем. Дальше там уже всякие в зависимости от повестки и прочее. Но то, что никакого успокоения не будет, я имею в виду по всем фронтам, это, конечно, уже очевидно. Потому что предложить нечего, те деньги, что выделили, это ни о чем. Все, то есть вся повестка упирается во врага. Ну, а, соответственно, врага надо всегда подпитывать среди населения. Вот и все. Дзякуй вялікі. Вось такі несуцішальны прагноз ад ваеннага эксперта Егора Лебядка. Зміцер Лукашук і Егор Лебядок у сумесным праекце Еўрарады і ее прамовы.